Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов заслушал доклад министра труда, занятости и социального развития республики о проделанной ведомством работе за первое полугодие. Хаджибекир Муталиев рассказал про социальные выплаты, произведенные за этот период. В первую очередь, это выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 2,5 миллиарда рублей. Это более 15 тысяч семей или 18 тысяч детей. Кроме того, в честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших ветеранов получили выплаты на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Министр также доложил, что по социальным контрактам из федерального бюджета было направлено 250 миллионов рублей, а из республиканского 13 миллионов. Заключено больше 1500 контрактов на общую сумму более 263 миллионов рублей. Махмуд Аликалиматов отметил значимость проделанной работы Минтруда Ингушетии и подчеркнул важность дальнейшего совершенствования системы социальной защиты граждан. По тем лицам, у которых срок возраста детей от 3 до 7 истекает в этом году, эту работу мы завершаем. Так, за 7 месяцев на детей в возрасте от 3 до 7 лет нами произведены выплаты почти на 2,5 миллиарда рублей, на 15 364 семьи или на 18 126 детей. Эта работа планомерно у нас будет завершена 31 декабря. 31 и с 1 января 2024 года будет универсальное пособие через социальный фонд выплачиваться. У нас этот вопрос уйдет. Произведены выплаты ветеранам труда и труженикам тыла. У нас сегодня получают такие выплаты 1638 ветеранов труда, и количество тружеников составляет 113 человек. Произведены выплаты на компенсацию проезда реабилитированным лицам в соответствии с нашим местным законодательством на сумму 3 миллиона 511 тысяч или 275 человек воспользовались возможностью проезда по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом раз в год туда-обратно. Эти выплаты произведены. У нас есть же компенсация репрессированных, если он коммунальная выплата. Так вот, у меня просьба, надо сесть и разъяснить это. Люди не знают об этом. Каждый раз меня спрашивает, есть ли вообще эта выплата. Нету ее. Службы, имеется в виду и МРСК, водоканалы, Межрегионгаз, разъяснить им, что если у них, значит, хоть один репрессированный человек там, то есть прописан, живет, то он может пользоваться, то есть он оплачивает 100 рублей, но ему через определенное время 50 возвращают. Вот этого не знают люди. Или многие не знают. Что с зданием вторым? По Дому ветеранов, благодаря поддержке, которую вы оказали, а именно обращению в Федеральный центр, Минтруд России пошел навстречу, и в рамках национального проекта «Старшее поколение» нам в текущем году начато строительство второго спального корпуса на 50 койко-мест. Практически за 4 месяца этого года 4 этажа возведено, а здание 4-этажное. Крыша, вот сейчас подготовительные работы. Кладка по 3-й этаж включительно проведена, внутренние работы начаты. Темп работы очень хороший. Более того, по второму вашему обращению нам опять же пошли навстречу по линии Минтруда, и в Малгобеке начато строительство. Правда, в этом году оно не будет завершено, потому что лимит средств не весь. Социального центра для граждан старшего возраста. У нас такого учреждения ранее не было. Не было вообще. Поэтому в этом вопросе у нас определенный прорыв, поскольку у нас всего 7 учреждений подведомственных труду, но они все находились в таком состоянии, требующем, значит, срочного вмешательства. Кстати, огромную поддержку оказывает фонд Софмар, про это можно говорить, да? Они будут оказывать, да. По линии Софмара начата реконструкция лагеря Эрзи, большой объем средств. Более того, Софмар подключился к ремонту, капитальному ремонту нашего второго учреждения, Троицкий детский дом-интернат.